Друзья, привет. Конечно, я не мог проехать мимо Донбасс-арены, потому что я знаю, что у организации Украина, у несчастной организации Украина, у них фантомные боли, и им все кажется, что здесь ничего нету, все разломано, поэтому именно этот ракурс мне прям очень подходит и очень нравится. Значит, суть в чем? Бегемотик, здорово еще раз. Привет. Вот. Ну, Бегемотик сейчас все объяснит. Да. По факту, значит, мы отдаем коптер Кавказу. Паши. Это, значит, ну, кто старых колхозников, те помнят. Он это без ноги воюет, наперед. то есть не говорит там, как некоторые, ой, у меня там язва, ой, у меня еще что-нибудь. Он потерял ноги и без ноги здесь воюет, да, и все хорошо, значит, в общем. Он, значит, это Авдеевка. И я ему хочу передать, потому что там, где он конкретно, туда вообще никак подъехать. Поэтому Бегемотик вот сейчас. My postarajeme se gruz prevést a potom ještě uděláme do odčot a interview s Kavkazem, on ještě u něho druhé jméno Azamat, s Kavkazem, on vám si rozkáže a já postaraju se сделать видео с ним такое нормальное. Но я нет никакой оператор, как Руслан. Но... Ну, с учетом, то есть у нас просто вот начало типа превью. Да. А ты уже потом дополнение, да. Уже обратная связь уже именно от Кавказа. Даже если Кавказ bude v silách, on vám pokáže potom jméno robotu se toho bezpilotníka, jak se koší ukrop. Потому что у них самое результатное оружие в этом направлении. Даже на них уже objavili ochotu. Он работает в легендарном месте, на легендарном оружии, самом результатном, наносит укропу очень большой вред. Ну, в общем, вот такая вот история. Тогда мы, значит, что? Мы ждем, да. Ждем обратной связи. Да, да. Все. И вот так на этом фоне, на прекрасненьком. Вот так мы заканчиваем. Привет, колхозники. Привет, Руслану. Ruslan tady ostavil u mě počí na Adinokovém místě padárek dla Kavkaza a nám se povezlo Kavkaze vyvést z Pěretka na oddych. Tak, co nám zkážeš, Paša? Большое спасибо за ten подарок. Сегодняшней ситуации в войне, как она происходит, это незаменительный помощник, как для корректировки артиллерии, для разведки. Paša zabil сказать, что год он работает на Пěretku в самом таком горячем направлении на Авдеевке. Скажи vaše достижení. Даже bylo slyšno, že na vaše орудие Ukry vypsali вознаграждение, да? Bylo plenými Ukry сказано, что наша пушка и сильно задолбавает, и какая-то премия для тех, которые нас там уничтожили. Но мы выжили, живем дальше, работаем. И... A jestli как-то komandování rozřeší, vás možno se nám получí zaslat. Trud našich bratěv, jak se rozebírají, nám zaprečeno Gavry, to slovo nachl, jak se rozebírají s našimi partnerami, aby YouTube neblokiroval Pašino, je to. Mnoho bezpilotníků nám Ukry odvodí, je to тоже pravda. Dla podpisčíkov, který neznají, pokaži Paša, on na Pěretku работает na protéze. Ruslan to vše zná, dla nových podpisčíkov to možno работать, neodkazovat se k vojenomu přízivu, потому что... Na takých jak já, to na protéze прямо na предовой v pěchotě jest lidi, spravlají se, mají odlično. No jméno, co nás s Pašou rozražá, tu my skážem naprámo už to obyčný ruský lidi prostě nás nabžají очень дорогими приборами, которые by my měli должны получать вообще od другого направления, чем od obyčných gražďan. Je to prostě fakt. My prostě čučut potustali už, že za to время здесь my čučut tормозíme, nám by byl нужен Ruslan. On zadává je vопросы, my na nich отвечаем jak obezьянки.
Короче, что нужно сказать ještě, aby mi ptícu nepotěrali, ji нужно prošit. Да. Потому что Taňuška вторую птицу подняла a v tečení 30 sekund přiletělo nazad. Что-то крупного. Je to jedna věc, što A ještě zasekávají odkuda podnímají se i dla neprošitého toho príbora prosto uvedou ili posadí kuda to. Ili ubijou operátora. No da, já U skazal, nich, jo. je to prosto to, že neobchodní moc. Musím náda ještě skazat, že Paša poženil se na Donbase, že on novožen, nebo jak to skazat, mladožon. 4 měsíce nazad. 4 měsíce nazad, da. Takže u něho sve normálno, noha medlena odrostaje. Spasiba kolchozníkům. Spasiba vám balše. No, já думаю, my vás nepodvedeme.